Мгм. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Мы рады приветствовать вас в стенах Коми-Государственного Коми-Республиканского института развития образования. И сегодня мы с вами обсуждаем итоги исследования профессиональных компетенций молодых педагогов. Это исследование проводилось на базе КРИРО в октябре 2019 года, а также второй частью нашей встречи будет вопросы, связанные с теми мероприятиями, которые запланированы в 2020 году в рамках проекта «Молодые педагоги». Итак, как вы помните, мы анонсировали изучение профессиональных компетенций, и в нашем исследовании приняло достаточно большое количество молодых педагогов, 230 человек. И в самом начале своего выступления мне хотелось бы продемонстрировать основные результаты этого исследования. Исследование профессиональных компетенций молодых педагогов республики проводилось в рамках проекта адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не менее 5 лет. Исследование осуществлялось на деятельностно-ориентированной критериальной основе, и в связи с этим при выделении показателей и параметров оценки компетенций педагогической деятельности учитывались требования к педагогическим работникам, определенные в едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. С позиции системно-деятельностного подхода исследование предполагало изучение совокупности компетенций, обеспечивающих решение основных функциональных задач педагогической деятельности. Как вы видите, цель исследования – это изучение профессиональных компетенций молодых педагогов общеобразовательных организаций Республики Коми. В процессе самоанализа педагогической деятельности молодыми специалистами нам важно было получить ответы на вопросы о том, как молодой педагог осуществляет целеполагание, мотивирует учеников, разрабатывает программы и принимает педагогические решения, а также организует деятельность, обеспечивает ее информационное наполнение. Мы не ставили задачу давать оценку деятельности образовательным организациям по сопровождению молодых специалистов, но считаем, что полученная информация может стать отправной точкой в решении данного вопроса. Также хотим обратить внимание, что исследование не предполагало изучение влияния большого количества факторов, которое может оказывать влияние на профессиональное развитие молодого специалиста. Основной упор был сделан на педагогический стаж. В связи с этим в качестве основного предположения выступило предположение о существующих различиях в уровне сформированности профессиональных компетенций молодых педагогов со стажем работы до 1 года и стажем работы от 3 до 5 лет. К участию в исследовании были привлечены молодые педагоги общеобразовательных организаций со стажем работы до 5 лет в количестве 230 человек из 16 муниципальных образований республики. Вы видите, что в исследовании приняло участие 195 молодых педагогов девушек и 35 молодых педагогов мужчин. Стаж педагогической деятельности до 1 года имеет 62 респондента, от года до 3 лет 108 респондентов, от 3 до 5 лет 60 респондентов. То есть основная составляющая нашей выборки – это специалисты, работающие в образовательных организациях от года до 3 лет. Большинство молодых специалистов, принявших участие в исследовании, это молодые специалисты, работающие в образовательных организациях городских поселений. Таких оказалось 144 человека, тогда как респонденты, работающие в образовательных организациях сельских поселений, составило 86 человек. Какие же профессиональные компетенции изучало данное исследование? На этом мне хотелось бы остановиться и прокомментировать каждую из них. Под компетентностью понимается системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. Именно подобное понимание компетентности лежит в основе проведенного исследования. Компетентность рассматривается в этом контексте как качество, которым обладает непосредственно сам специалист, и, естественно, на основе самооценивания он информирует в данном случае
лиц, проводящих исследования, о том, как выражена данная компетентность. Компетентность в области личностных качеств отражает выраженность у педагога определенных характеристик, описывающих его как специалиста, способного эффективно справляться с педагогической деятельностью. Имеется в виду общая культура педагога, способность организовать свою работу, в целом направленность на педагогическую деятельность. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности отражает качество реализации педагогом каждого из этапов процесса целеполагания. Компетентность в области мотивации учебной деятельности отражает качество реализации педагогом такой задачи, как формирование мотивации детей на образовательную деятельность. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности отражает теоретическую и методическую грамотность педагога, свободное владение предметом, объем знаний о профессиональной деятельности, которым он владеет, умение получать, обрабатывать и представлять профессионально необходимую информацию, знание условий педагогической ситуации, особенностей обучающихся, особенностей взаимоотношения педагога и учеников. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений отражает готовность педагога разработать и реализовать программу деятельности и принимать решения в различных педагогических ситуациях, осознавая всю полноту ответственности за эти решения и последствия от их реализации. Компетентность в разработке и реализации образовательных программ позволяет осуществлять преподавание с учетом уровня подготовленности и мотивированности обучающихся. Компетентность в области организации учебной деятельности отражает умение педагога организовывать взаимодействие с детьми, общаться с ними, руководить их деятельностью и оценивать ее результаты. С позиции системно-деятельностного подхода каждая компетентность, заявленная в структуре исследования, оценивалась по нескольким показателям. Итак, давайте рассмотрим основные показатели, которые мы получили в оценке каждой компетентности, представленной на слайде. Компетентность в области личностных качеств оценивалась по 3 показателям. Это эмпатийность педагога и социорефлексия, самоорганизованность и общая культура педагога. Вы видите, что данные представлены у нас в зависимости от педагогического стажа до 1 года, от 1 года до 3 лет и от 3 до 5 лет. Оценка профессиональных компетенций по каждому показателю определялась как средневзвешенная, переведенная в процентное отношение по сравнению с максимально возможной. Показатели представлены в данной таблице и во всех последующих в процентах и выражают средневзвешенную выраженность показателя от 100%. Эмпатийность и социорефлексия в данном случае отражают такое базовое свойство личности педагога, как любовь к детям. Эмпатия в данном случае означает буквально понимание эмоционального состояния другого человека, и для педагога развитость данной личностной характеристики означает, что он способен понимать причины его переживаний, чувствовать, что происходит с ребенком и другими участниками образовательного процесса. Социорефлексия педагога – это стремление к анализу и осмыслению своих действий, поступков, своих личностных качеств, учет представлений учащихся о том, как его воспринимают, умение видеть себя глазами учеников и так далее. Именно рефлексивная позиция учителя дает ему возможность отслеживать, анализировать поступки и действия других людей и свои собственные. Самоорганизованность как показатель первой компетентности в области личностных качеств предполагает, что педагог хорошо умеет планировать, распределять текущие дела во времени, внутренне дисциплинирован. А общая культура представляет собой сочетание жизненных установок и ценностных ориентаций, культуры речи, культуры межличностных отношений, приверженность общечеловеческим ценностям. Что же мы с вами наблюдаем, исходя из представленных результатов? Показатели данной компетенции имеют низкую выраженность, в среднем граничащую с нижней границей среднего уровня. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что динамика показателей в течение 5 лет незначительная, то есть показатели растут довольно-таки медленно.
По некоторым показателям данные тенденции являются противоречивыми, то есть в определенный период они могут возрастать, затем опять наблюдается тенденция снижения и так далее. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности предполагала изучение таких показателей, как умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, умение перевести тему урока в педагогическую задачу и умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач. Умение ставить цели, данный показатель отражает, в какой мере педагог уделяет внимание особенностям ученика, формулируя цель, ставя перед обучающимся задачу, предлагая способы ее достижения. Ориентация на ученика при постановке цели выражается в том, что педагог хорошо знает и применяет на практике информацию о возрастных особенностях детей, об их индивидуальных различиях. Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу буквально предполагает, что на основе целей педагог предполагает и учитывает реальные условия деятельности, возможности обучающихся, реалии общественной жизни и формулирует перед детьми задачи так, что они обязательно приведут их к достижению запланированного результата. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач отражает то, насколько педагог умеет сделать цель урока целью для ученика, насколько ребенок принимает поставленную перед ним цель как свою и стремится к ее достижению. Показатели данной компетенции, если вы обратите внимание на числовую выраженность, представленную, как я напоминаю вам, в процентах, так же, как и в предыдущем случае, имеет низкую выраженность, граничащую с нижней границей среднего уровня. Отмечается также отрицательная тенденция. С увеличением педагогического стажа умение перевести тему урока в педагогическую задачу снижается. Данная тенденция требует непосредственной перепроверки, поскольку хочу обратить внимание, что существенных статистических различий между группами испытуемых нами в ходе исследования не было обнаружено. Компетентность в области мотивации учебной деятельности представлена такими показателями, как умение создавать ситуации, обеспечивающие успех учебной деятельности, умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся, умение создавать условия для самомотивирования обучающихся. Педагог, обладающий данными компетенциями, осознает, что для достижения требуемого результата учебной деятельности обучающемуся необходима поддержка в виде определенных условий деятельности. Главное, чтобы контекст деятельности способствовал формированию и закреплению у обучающегося веры в свои силы, в возможность достижения даже субъективно сложного результата. И именно первый показатель свидетельствует об этом. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся предполагает, что педагог умеет выявлять ведущие мотивы конкретного ученика и организовывать учебный процесс с их учетом. Компетентный в данной области педагог позволяет ученикам самостоятельно формулировать личные цели, связанные с усвоением материала, ставить творческие задачи, требующие применения полученных знаний, формулирует проблемные задания, которые могут быть решены только тогда, когда ребенок освоил определенные знания и умения. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся, как правило, сопровождается использованием таких приемов, как уважительное отношение к ребенку, подчеркивание его самоценности, поощрение интеллектуальной любознательности и готовности к исследовательскому риску, а также сопровождается формированием у ученика положительного отношения к окружающему миру, формирование привычки опираться на собственные силы, готовность нести ответственность за свои поступки. Показатели данной компетенции, как вы видите, имеют, в общем-то, низкую выраженность. Лишь отдельные показатели у нас граничат в данном случае с нижней границей среднего уровня. Как правило, это связано с показателями умения создавать условия для самомотивирования обучающихся. И в большей степени это свойственно молодым специалистам с педагогическим стажем от 3 до 5 лет.
Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности изучалась по 3 показателям. Это компетентность в методах преподавания, компетентность в предмете преподавания, компетентность в субъективных условиях деятельности. Необходимым критерием грамотной работы педагога служит умение адекватно подбирать приемы и методы работы в рамках одного занятия или цикла занятий. Компетентный педагог умеет гибко адаптировать технологии преподавания к возрастным особенностям обучающихся, уровню их подготовленности, их интересов, меняет выбор методов с учетом конкретных условий. Именно данные умения анализировались в рамках 1 показателя – компетентность в методах преподавания. Компетентность в предмете предполагает не только свободное владение педагогом фактической информацией, но и знание основных научных концепций, принципов, связей, методов исследования и нерешенных проблем. Педагоги, которые хорошо владеют своим предметом, знают, какие вопросы могут заинтересовать обучающихся, они стремятся добиться глубокого понимания и информируют обучающихся о неизвестном в определенных областях познания. Компетентность в субъективных условиях педагогической деятельности предполагает ориентацию на ученика, на учебный коллектив. При постановке целей и задач, выборе содержания методических приемов, используемых на уроке, педагог, обладающий данной компетенцией, ориентирован на особенности процесса освоения учебного материала обучающимися. Он распределяет задания индивидуализированно, потому что осведомлен об уровне возможностей, знаний, умений каждого ученика. Педагог ориентирован на оказание индивидуальной помощи и поддержки ученика. Он создает в классе позитивную атмосферу, способствует формированию дружеских взаимоотношений. Что мы с вами наблюдаем, получив данные показатели по разным группам молодых специалистов? Показатели данной компетенции имеют низкую выраженность, также граничащую с нижней границей среднего уровня. И хочется обратить внимание на такой показатель, как компетентность в субъективных условиях деятельности, где показатели в основном относятся к низкому уровню. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений оценивалась в рамках исследования по 3 показателям. Умение выбрать и реализовать образовательную программу, умение разработать собственные программные, методические и дидактические материалы, умение принимать решения в педагогических ситуациях. Умение выбирать и реализовать типовую образовательную программу, методические и дидактические материалы проявляется в том, что педагог хорошо знает образовательные программы, учебники, учебно-методические комплекты в области своей педагогической деятельности и умеет выбирать те из них, которые позволяют достичь поставленных образовательных целей. Умение разработать собственную программу, методические и дидактические материалы предполагает, что педагог осознает важность принципов дифференциации и индивидуализации обучения, поэтому разрабатывает собственный материал, позволяющий реализовать эти принципы. Компетентный педагог осознает важность разработки и модификации программ, дидактических, методических средств, владеет технологией разработки образовательных программ, реализует ее, добивается благодаря этому высоких показателей обученности. Компетентный учитель обязательно анализирует учебно-воспитательные ситуации, понимает причины поступков обучающихся, предлагает творческие решения, направленные на достижение учебно-воспитательных целей. И педагог учитывает разные мнения при принятии решений, умеет обосновывать свой выбор, готов к пересмотру решений под воздействием фактов или новой информации. Именно данные характеристики лежат в основе оценки 3 показателя. Что мы с вами наблюдаем? Показатели данной компетенции, так же как и в предыдущем случае, имеют в основном низкую выраженность. Исключением составляет у нас умение разработать собственные программные, методические и дидактические материалы. Несмотря на это, отмечается отрицательная тенденция. С увеличением педагогического стажа умение разработать собственные программы, методические и дидактические материалы, как вы видите, снижается. И снижается достаточно значительно, примерно на 12,5%. И 6-я компетенция, которая изучалась
нами в ходе исследования – это компетентность в области организации учебной деятельности. 3 показателя также позволяли нам ее оценить. Это умение устанавливать субъект-субъектные отношения, умение организовывать учебную деятельность обучающихся, умение реализовывать педагогическое оценивание. Субъект-субъектное отношение педагога с учеником проявляется, как правило, во взаимопонимании, установлении отношений сотрудничества, способности ценить ученика, готовности помогать ему, в позитивном настрое по отношению к нему. Педагог стремится разобраться в психологических особенностях собеседника, умеет слушать, задавать вопросы так, чтобы быть услышанным и получить содержательный ответ. Все это входит как раз в показатель номер 1, то есть умение устанавливать субъект-субъектные отношения. Организация учебной деятельности обучающихся предполагает, что педагог умеет организовывать деятельность обучающихся по добыванию и применению знаний, формированию способностей, социально значимых качеств, способствует развитию у них навыков, необходимых для учебной деятельности и дальнейшего самообразования. Он объясняет ученикам, как лучше организовать выполнение задания, с каких заданий начать и так далее. Компетентный педагог также хорошо понимает критерии оценивания, объясняет критерии оценивания еще до выполнения учениками задания, всегда может обосновать, почему он поставил ту или иную отметку или оценку. Показатели данной компетенции, так же как и в предыдущем случае, имеют в основном низкую выраженность. Отмечается отрицательная тенденция с увеличением педагогического стажа, умение устанавливать субъект-субъектные отношения снижается. Мне хотелось бы озвучить некоторые обобщенные выводы, но прежде чем мы их с вами рассмотрим, мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующие важные и принципиальные моменты. Уважаемые коллеги, выводы, которые сейчас прозвучат, носят обобщенный характер. Они выражают общие тенденции, выявленные в ходе исследования. Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования планирует разработку адресных методических рекомендаций для муниципальных образований, чьи молодые педагоги принимали участие в исследовании. Данные обобщения были сделаны для того, чтобы выявить первоначальную картину, по сравнению с которой будут сравниваться разные группы молодых специалистов. Данные рекомендации, которые мной анонсированы, будут направлены в апреле 2020 года. Первый вывод, который мы можем сделать, исходя из полученных результатов, это вывод о том, что отсутствуют существенные различия в сформированности профессиональных компетенций молодых педагогов, участвовавших в исследовании, в зависимости от стажа, типа поселения, половой принадлежности и так далее. То есть мы не обнаружили статистически значимых различий в выраженности профессиональных компетенций молодых педагогов с разным стажем, то есть в течение 5 лет практически картина развития профессиональных компетенций является довольно-таки схожей. Наряду с этим были выявлены некоторые тенденции, которые требуют дополнительного изучения и проверки. Например, молодые педагоги, проживающие в городских поселениях, выше оценивают компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности, а также в области организации учебной деятельности. Тогда как молодые педагоги, проживающие в сельской местности, выше оценивают компетентность в области разработки собственных программных, методических и дидактических материалов. Также, например, молодые педагоги-мужчины оценивают выше, чем молодые педагоги-девушки, такие компетенции, как компетентность в области мотивации учебной деятельности, компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности, а также в области организации учебной деятельности, тогда как молодые педагоги-девушки выше оценивают компетентность в области разработки собственных программных, методических и дидактических материалов. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что это лишь тенденции, которые требуют дополнительного изучения и проверки. Резюмируя по первому выводу, хочу обратить ваше внимание, что, в общем-то, динамика развития профессиональных компетенций незначительна, и мы позволили себе сформулировать в данном случае еще один вывод, то, что для большинства профессиональных компетенций характерен медленный рост. Поскольку мы не изучали явные причины подобного состояния, фактически мы здесь можем предполагать самые разные обстоятельства.
Да? А также хочется обратить ваше внимание, что для большинства профессиональных компетенций характерны низкие или граничащие с нижним порогом среднего уровня средневзвешенные значения. Исключение – это умение разрабатывать собственные программные, методические и дидактические материалы. То есть практически в структуре профессиональных компетенций данный показатель является одним из ведущих, поскольку наряду со всеми показателями имеет самую максимальную выраженность по результатам нашего исследования. То есть молодые педагоги действительно умеют разрабатывать собственные программные, методические, дидактические материалы. Но при этом нужно обратить внимание, что данное мнение было сформулировано относительно самооценки респондентов, то есть их личной оценки. Здесь отсутствует экспертная внешняя оценка, которая бы действительно подтвердила или опровергла их, например, мнение. Также отмечается, что молодые педагоги ориентированы на социально одобряемые варианты, в том числе профессионального поведения. То есть фактически, резюмируя, мы можем сказать следующее, что ведущими характеристиками портрета молодого педагога будут являться следующие. То, во-первых, готовность к осуществлению профессиональной деятельности в контексте подготовки необходимых методических, дидактических документов и материалов, а также ориентированность на профессиональное поведение и на готовность самореализации в этой профессии. При, в общем-то, внешних, достаточно, может быть, низких результатах это может стать тем необходимым условием для организации работы с молодыми педагогами в образовательных организациях. Обращаем также ваше внимание, что данные рекомендации не являются адресными. Данные рекомендации сформулированы относительно тех общих результатов, которые мы получили. Адресность рекомендаций будет определена в тех методических материалах, которые Центр будет рассылать по муниципальным образованиям. Отсутствие динамики, неравномерность развития показателей профкомпетенции свидетельствует чаще всего об отсутствии системности работы с молодыми педагогами на уровне образовательных организаций, как минимум. Ну и мы можем пролонгировать, так скажем, да, и на муниципальный уровень, и на республиканский уровень данную непосредственно проблему. Поэтому условием успешности вхождения молодого специалиста в профессию, по нашему мнению, является обеспечение системности работы с молодыми педагогами. Второй момент, на который мы хотели бы обратить ваше внимание, это профилактика выявленных отрицательных тенденций. А именно, это педагогическое целеполагание, то есть умение перевести тему урока в педагогическую задачу. Да? То есть, когда тема урока не есть цель деятельности ученика, а все-таки целеполагание должно предполагать реализацию полного процесса постановки целей и ее достижения. Отрицательную тенденцию, несмотря на достаточно высокие показатели, умение разрабатывать собственные программные, методические и дидактические материалы и умение устанавливать субъект-субъектные отношения. Также хотелось бы обратить ваше внимание на необходимость создания условий для развития soft skills учителя, обеспечивающих развитие компетентности в области личностных качеств, в области коммуникации. И здесь представлена как раз одна из таких ссылок на сообщество, которое непосредственно занимается развитием навыков soft skills учителя в рамках сетевого взаимодействия. Какие же основные мероприятия запланированы в 2020 году в рамках адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет, молодые педагоги? Традиционными становятся у нас уже такие мероприятия, как фестиваль педагогических практик «Молодые молодым», который состоится в марте 2020 года.
В июне планируется проведение хакатона молодых педагогов. Ну и традиционным стало уже мероприятие, которое мы проводим и приурочиваем, как правило, ко дню учителя. Это День молодого педагога. Ряд заочных мероприятий, которые будут проводиться в течение этого года. И одно из ближайших – это конкурс лучших практик по сопровождению молодых педагогов в образовательной организации. Это конкурс педагогического мастерства «Первые шаги» и онлайн-ярмарка педагогических идей достижения молодых. Также хотелось бы обратить внимание на то, что мы перечислили лишь основные мероприятия, которые запланированы в рамках этого проекта. Ну и в самом конце нашей встречи мне хотелось бы предложить обсудить полученные результаты и в ходе либо устного общения, либо письменного какого-то общения мы могли бы проанализировать, что же мы на самом деле обнаружили после проведения исследования при достаточно большое количество человек, участвующих в этом исследовании, и приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.